Братья мои, сегодня мы живем как в раю. Сегодня действительно мы живем как в раю. В каждом доме холодильник откройте. Есть такие фрукты, такие продукты, которые вообще не должны быть зимой. Сегодня вот маленького ребенка, вот возьмем нашего брата, маленького. Вот спросим у него сейчас, допустим, когда растут помидоры. Он замешкается, он не сможет сказать, потому что помидоры постоянно в холодильнике. Это что такое? Это рай на земле. Такого никогда не было, говорят наши предки. И наши предки, знаете, что говорят? Мы-то вам говорим, как мы плохо жили. И мы боимся, что вы будете говорить своим детям, как вы хорошо жили. Вот так и случается. Вот на Востоке случилось. Когда в 95-м году, когда мы на хаджи были, они были как в раю. Сегодня у них, если хлеб будет дома, это рай. А мы не понимаем этого. Потому что богатых бедных не понимает. Никогда не поймет этого. Поэтому сегодня, если мы будем жаловаться на свою жизнь, ошибаемся. Мы не должны жаловаться. Мы должны шукру Аллаху делать. Алхамдулиллах. Хоть кто-нибудь из нас сегодня после обеда дуа сделал Всевышнему Аллаху. Есть такой обычай у нас делать дуа. А ведь дуа делать Всевышнему Аллаху, шукру делать хотя бы словами, до еды сунна и после еды сунна. Об этом мы говорили на прошлых уроках. Как мы садимся кушать, об этом тоже мы говорили. Поэтому это стало нашим адатом, обычаем, жить шикарно. Все, что у нас есть, мы думаем, это как порядки вещей. Тоже мы не знаем бедность. И шукру делать тоже мы не делаем шукру. Самый лучший запах на этом свете какой, знаете вы? Некоторые скажут миск, некоторые скажут там молекула 2, скажет один. А я вам скажу, самый лучший запах на этом свете это запах хлеба. Мы не понимаем этого, потому что у нас постоянно хлеб есть. Самый лучший запах, говорят, это запах хлеба. Когда человек голодный, несколько дней, когда он не кушает, пусть понюхает запах хлеба. Молекула 2 или там Шанель, ему ни к чему. Сегодня рассказывает один наш родственник, имя не назову, потому что он сам даже, наверное, не захочет. Он рассказывает, в 90-е годы, говорит, когда только перестройка, КамАЗы начали ездить, говорит, на КамАЗах, и как-то поехал в Россию за товаром, и в кармане денег тоже не было, говорит. Не было в кармане денег, и знакомых тоже не было вокруг. И сам человек тоже, он с яхом, с таким, таким намусом человек. И деньги закончились, кушать хочу. Говорит, нету денег. И знакомых тоже нет, у кого попросить. Тогда и сотового телефона не было, ничего не было же тогда. 2 дня или 2,5 дня не кушал. Говорит. Когда родственник приехал, он с виду, как только подошел, он сразу определил. Говорит, ты, наверное, голодный, сказал. Говорит. Конечно же определить. Один день человек не покушает, сразу можно определить. Правильно? Тем более дагестанец, который постоянно привык фингал кушать. Сразу же он купил хлеб, купил продукты, дал ему. Я поднялся, говорит, в кабину сел, закрылся, говорит он. И Аллахи, клянусь, этот человек, я несколько минут вот так взял хлеб и нюхал. Нюхал, говорит. И думал, говорит, есть ли лучше, чем хлеб, запах хлеба? Благовоннее, чем хлеб, есть ли? Действительно так и есть. Нам это не понять. Мы это не поймем. Почему? Потому что у нас, Гафур Рахим Аллах. Вчерашний хлеб мы не хотим, вернее, с гастронома взять.